Наш рассказ пойдет о статной, элегантной женщине, которая всю свою жизнь посвятила просвещению детей и несла знания в массы. Трудное военное детство только закалило ее. 40 километров в неделю ей приходилось преодолевать пешком, чтобы закончить 10 классов в селе Вовож. Стремление к знаниям позволило ей вынести все тяготы, невзгоды, холод и голод, получить редкое для того времени высшее педагогическое образование. Это Попкова Капитолина Игнатьевна, отличник народного просвещения, ветеран труда. Ее имя занесено в книгу почета Вовожского района. Капитолина Игнатьевна, где и когда вы родились? Родилась я в Чурилове. Мгм. Такой уже деревни сейчас не существует. Чурилово Вовожского района. Там было несколько домов около речки. Ну, это в сторону Валипетки. Вот там. Вот так я там родилась. А потом мы приехали, в Вадзимани переехали. В Вадзимани я уже пошла в школу. О родителях своих расскажите чуть-чуть. Отец был 4 класса образования, он кузнец. Вот. Он был грамотный, писал, читал. Мать была безграмотная совсем. Вот. А потом вот они в Вадзимане купили дом, и мы уже тут вот с сестрой пошли в школу. Стали жить в селе Вадзимане. В Вадзимане. Первый класс. Учила нас Бострикова Валентина Ивановна. Очень такая хорошая девушка. Но тогда ведь кадры готовили в Можге, в городе Можге. 16 лет, просто девчушка совсем молодая. Вот она там курсы кончила и нас учила. А помните ли вы период коллективизации? Нет. Этот период вы не помните? Нет. Как-то вот в Вадзимане было ведь 7 бригад, мы уже тогда в колхозе были. Вот, родители были в колхозе. А когда вот в деревне жили? А в деревне жили, ну там совсем вот он просто частное вел как кузнец работу, и все. А вам в это время приходилось уже работать, помогать колхозу? Работали мы до школы, это в Вадзимане. В Вадзимане, да? Да, мы были на учете у бригадира, потому что родители у меня были колхозники. Это было совсем другое положение. А в Вадзимане тогда ведь было очень много сеяли лен. И вот лен уродится, и мы рвем лен. Ну, все руки в крови, все в крови. Это, ну, чем девчушки 5-6 лет, это мы уже работали. Работали. Мы были на учете у бригадира. Вот. И бригадир нам давал задание, вот такое задание на сегодняшний день. И как хочешь, так его и выполняй. Руки замотаем, вроде кровь-то, а все равно потом все в крови. Эти, когда вот лен рвешь, эти коробочки, они такие жесткие. И так вот хлестали по рукам. Ой. Ну, в общем, больно было, но задание ведь дано, надо его выполнять. И вот так мы до школы, и это уже мы лен рвали. А в каком возрасте вы пошли в школу? 7 лет. 7. А помните, за какими партами сидели, чем писали? Ой, куда писали? Такие парты были большие, на 3 человека. Вот. Они наклон открывались вот так. Вот такие были парты. Писали мы тогда уже, ну, чернила какие-то были, но из чего они делались, мы даже не знаем. Вы не сами делали, Нет, да? не сами, потому что это были чернильницы, поставлены на партах.
Мгм. И вот мы уже тут макали. Мгм. Но бумага была, значит, да? До войны немножко была, а во время войны все исчезло. Да. И потом мы писали уже только все на старых книгах, вот между строчками. Мгм. Ни тетради, ни книг, ничего не было. Значит, и учебников не было? Или Нет, всё-таки не было, не было. Ну, у нас не было. Я не знаю, может, в других-то местах было, а у нас-то уже не было. И Мгм. вот это, вот я хочу рассказать про эту учительницу. Она вот у нас была где-то лет 20 ей было, Мгм. да? Вот. Когда началась война, а война, вот мы уже 3 года у нее учились, мы перешли в 4 класс, это уже в другую школу, но в этом же, в Владимире же. А вот она и была поставлена райкомом партии председателем колхоза. Вы Мгм. представляете, девчушка? Молодую девочку Да, поставили. причем в Владимире это был такой колхоз самый крупный в тот Мгм. период. Мгм. Самый крупный в районе. 7 бригад. И вот какой ей опыт? Никакого. Мгм. Да. Все на фронт. Все, лошади все на фронт. Тут только быки и коровы остались в колхозе. И вот председателем колхоза эту Вострику поставили Валентину Ивановну. Вот сейчас бы, я думаю, вот поставь бы молодого такого человека, Мгм. хоть парень, хоть девчонка, ну что будет делать? Как она вышла из положения? Она, ну тогда ведь молодые ушли на фронт, Мгм. чуть постарше на завод. Мгм. А вот старики, которые уже за 60, за Мгм. 70, Мгм. они остались. И вот она собрала такой состав вот этих стариков, но опыт у них был большой, Мгм. а у нее никакого. Мгм. И вот она за счет их опыта руководила колхозом. Понимаете, ее так уважали, причем потом, потому что она вроде как учительница каждому по имени отчеству обращается. Это никогда, скажем, этого человека по отчеству-то он не Мгм. Не знал, слышал, что да, его, ведь? да не слышал, чтобы его называли. А тут называют его. Мгм. И вот такое уважение к людям, и вот опыт за счет пожилых людей, вот и дали возможность вот так руководить колхозом. А раз она председателем колхоза стала, у вас другой учитель появился? Или Так она же работала? так нет, там как было, 3 года вот она М. проучила, Мгм. а 4 это уже были, тогда ведь было 3 года, Да-да-да. потом Начальная школа, 7 да? лет. Да-да-да. Мгм. 4, 5, 6, 7. 7 Мгм. лет в Дзимине мы Мгм. кончали. Вот, мы уже в другую школу перешли. Мгм. Там уже другой учитель Да, был, да? ну так там уже Мгм. предметники. Мгм. Вот. Ну, Помните ли вы, кормили ли вас в школе да вот в какой этот там период? Ой, это был очень тяжелый период. Мгм. С собой вы что-то брали, да? Нет, ничего, да какой там, ничего не брали. И не было И ничего, да? нет, чего не было. Вместо хлеба была лебеда. И вот эту лебеду вот мы вроде принесем, немножко перекусим. А лебеда, это нынешнее поколение уже не знает, что такое. Это хлеб на хлеб не похож был. Вот так мы... Но я училась 4, 5, 6, 7 Мгм. класс вот в этой школе. Мгм. Как вы учились? Как училась хорошо, Хорошо. потому что ведь Мгм. надо было дальше Да, поступать. конечно. Вот.
Помните ли вы, как началась война? Я буду рассказывать не то, как писали в газетах и как пишут сейчас в газетах, а как было у нас в районе на самом деле. Давайте, расскажите нам. Вот вы понимаете, что радио не было. Людей собрали. Вот у меня брат был с 21-го года рождения, Иван. Вот он пошел на фронт с 21-го года. Их всех собрали. Я вот помню, их провожала, ходила, но они шли пешком. Ну а что было ехать-то? Ничего не было. Они вот здесь, говорят, их потом в Можгу отправляли, потому что в городе Можге там уже на железной дороге можно было отправить по железной дороге. А тут вот так было. А победа... Нет, вы расскажите, Ага. как вы узнали, вообще от кого вы узнали, что война началась? Ну, так если вот пришли брата забирать, и так ведь Так говорили. узнали, да? Да. А кто пришел собирать брата? Ну, да кто из военкомата, там, из наверное. военкомата, так это уже я вот как, ну, 10 лет Да-да, было, так ребёнок, да, немного ведь, понимаешь, кто-то ему сказал, в общем, что явиться надо, и, в общем, его провожали. Ну вот. А помните- кого еще из родных? Кого еще из родных забрали на фронт? Нет, больше никого. Больше никого. Никого, а больше никого и не было. Вот. А папу забрали на фронт? А папу забрали, он был кузнецом работал. Да. Его вначале забрали на Ижевский завод, а потом опять вернули, потому что колхоз без кузнеца вообще существовать не может. Работать было некому кузнецу. Некому совершенно в кузнице. И работать было некому. И потом надо ведь все было, соки, бороны, все это ремонтировать, все это варить, все это все делать. А кому делать-то? Вот его отозвали обратно. Он работал, всю войну работал, домой только приходил спать. А так вот все время был на работе. Это было хуже даже, чем, скажем, на заводе, хоть там определенные часы, а тут надо было, просто он и в кузнице спал, и там у него и помощник был, но вообще-то он обслуживал вот весь колхоз, а в колхозе было 7 бригад. Из нас, вот, детей колхозников сформировали бригады такие, детские бригады. Ну, обычно кто-нибудь, вот, скажем, на покос нам выделяли опять норму. Вот нас было 16 человек на бригаде. Один был пожилой человек, который вот он Следил, следил за порядком. и потом ведь надо было косы направлять, и все это. В общем, вот он с нами работал. Норма была очень большая. А что тогда только просто палочкой ставили, что человек был на работе, и все. А что, сколько он выработал, ничего этого не было, конечно. Просто надо было работать. Вот так. А письма с фронта получали вот от брата? Письмо? Вот от брата. Их отправили в Белоруссию. Тогда уже вот так вот, в Белоруссии. Ну и в болотах от него даже не было ни одного письма. Вот. И он там погиб. Потом пришел товарищ, рассказывал, как он погиб.
получили похоронку, без вести пропавший, и все. Это уже после войны рассказывал, как погиб, да, ваш брат? Нет, он во время войны еще пришел как инвалид. И Вернулся. он вернулся и рассказал, вот где, как в болотах, туда и ничего не проходило. В общем, там они погибли в болотах. Ну, наверное, у ваших подружек тоже приходили письма с фронта, да? Ой, да, конечно, эмоции помните? это ведь, ну, с фронта вот треугольнички приходили, письма эти, вот. Наверное, ведь весточки с фронта читали Но все вместе. читали, но как-то большой радости не было у нас. Вот я не знаю, я рассказываю так, как вот было. Почему? Потому что мы все время были голодные. Все время. У нас совершенно не было, нечего было есть. Хотя колхоз был очень такой зажиточный, богатый, самый. Все было сдавали, для фронта, все для да, фронта, всё все сдавали, для победы. всё на Вот фронт так вот. отправляли, да? Ага. Это все отправлялось на фронт, а мы ничего не получали. Нет. Но вы ведь, наверное, тоже, даже будучи детьми, помогали фронту, да, тоже что-то делали. А мы все время работали. Мы бы никакого выходного у детей колхозников не было ни одного дня. Ни одного. А женщины, наверное, еще на фронте вязали, да, ведь варежки, Ага, носки. до темна работали. Да, вот до темна, вот сколько можно. А если кто-то посвечивает, то еще дальше молотит или что-то. Но женщины ведь все работали. И вот и дети. И старики оставшиеся, да, ведь? Ну, а старики уже только были вот такие, ну, хоть и не своим опытом помогали. А так, ну, Капиталина трудное Игнатьевна. было время, трудное. Потом вот, это вот, когда мы на этом, на покосе были, вот там уже, потом, когда война кончилась, я ведь училась тогда, нам объявили в школе, что война кончилась. Только в школе. Никакого митинга, ничего не было, потому что вот что было во время войны и что после войны, мы никакой разницы не чувствовали. Никакой. Потому что все ведь было разрушено. Все опять туда отправлялось, опять для победы. Голод продолжался, да, ведь работать вы также продолжали. Вот, значит, 40 так, в 48-м я окончила уже эту школу, а вот это 3 года. В 45-м году кончила семилетку. Капиталина Игнатьевна, вот ваше военное детство, было ли время для игр? Была ли у вас кукла? Ой, ничего не было. У меня все детство заполнила работа. Вот такой был период, что нам играть было некогда. Мы все время работали. И, может быть, сейчас нас и не поймут уже это поколение. Как это так можно? Вот маленькие ребята и вдруг это играют. Ну, а когда было играть? Вот наработаешься так, что придешь домой, лишь бы куда-то лечь и уснуть. Мне хоть немножко отдохнуть. Во время малины, я помню, мы маленькие, совсем еще, ходили в лес за малиной. И вот вышли из леса, ну, конечно, мы немного, не полные набрали, но чтобы полное казалось у всех,
то мы вниз листьев наложили, сверху малину сыпали, ведем с полными емкостями. Пришли домой, а там ложками едят малину-то с молоком. Так. Ой, я так ревела, помню, что я по ягодке собирала, а вы ложками едите. Вот это я помню, что это вот, ну вот это было для нас отрада, что малина. Это вкусная ягода попала впервые человеку в рот. Вот так вот. А так была лебеда. Вот так. Всю войну не было хлеба, не было. Ну, может, Очень в лесу много. еще и грибочки собирали? Собирали грибы? Некогда было, некогда. Вот понимаете, вот бригадир придет, вот сегодня вот такая работа, и вот такая норма. И вот идешь. После школы шли на работу? Так после школы, конечно, шли, но сентябрь ведь никогда не учились. Сентябрь всегда работали. Картофель собирали, да? Так весь все, урожай. работы ведь много в колхозе, полно работы. Работа найдется, а рук-то нет. Поэтому мы полностью работали, все время работали. И вот сейчас думаешь, Господи, как это мы, как мы выдерживали? Оказывается, вот человек так может выдержать. Капиталина Игнатьевна, во время войны ведь не все выполняли воинский долг. Были ли дезертиры? А вот Помните ли вы об были этом? дезертиры, были. Расскажите Вот нам о это них. я уже точно знаю. Потому что дезертиром был один хороший наш знакомый. Он не родственник, но знакомый. Я его в лицо даже знала. Эти дезертиры, ну как они образуют? Вот идут в Можгу, скажем, из Можги, ну как они возвращались, это каждый по-своему, конечно. Но было нарыто в лесах землянок очень много. Так и назывались землянки. Вот они там жили, жены им носили еду, и они там жили. Но чтобы на кого-то нападать, и вот этого не было. Но что они были точно. И вот этот наш знакомый, я помню, что он даже устраивал какую-то вечеринку, что он завтра идет сдаваться в военкомат, пойдет на фронт. Вечеринку в землянке, да? Нет, Нет, он уже пришел домой. М. Пришел домой, устроил вечеринку. Вот так. И я там была. Поэтому я знаю. Но от него не было ни одного тоже письма. Почему? Потому что их ведь из них формировали Ну, он в итоге сдался, штрафные да, роты. получается? Да-да. Штрафные роты. Вот. Он, видимо, погиб. От него не было ни одного письма. Но землянок было в Волжском районе много в лесах. И там вот жили люди. Это вот выкапывали с земли. Они многие ведь даже, вот я не знаю, сейчас, конечно, едва ли сохранились, но раньше, вот я начинала уже работать, они еще были. Были еще эти землянки. Так что каждый по-своему Выживал, выполнял. да? Да, выживал Да, во да, время войны. Каждый по-своему. Какой там гражданский долг. Да, да, Если человек сбегает, и люди воюют, а он в землянке сидит. Закончилась война. Запомнился ли вам День Победы? Но это ведь было в мае. Мы были в школе, и там вот учителя нам сказали, вот это нам
Тогда вот мы в перерыв была проведена линейка в школе, и объявили, что война кончилась. Но как-то так получилось, что большой радости у нас и не было. Вот вроде и война кончилась, и праздник, и в то же время жизнь такая была тяжелая, что уже и радоваться-то было вроде почти нечему. Тяжело было, очень тяжело. Мы не имели, дети колхозников, и сами колхозники не имели паспортов. Ехать мы никуда не могли уехать, только могли из колхоза в колхоз. Вот. Поэтому это как подневольный труд у человека был. Я это потом поняла, когда уже начала вот работать, а когда маленький, как-то и не понимаешь это. Ну, надо и надо, живешь и живешь. Вот, а потом-то я поняла. А помните, как встречали фронтовиков? Так же дружно всем селом, как провожали на фронт? Нет. Шли домой один по одному. Кто-то искалеченный, кто как. Поэтому, ну вот как-то так, вот я не знаю, может быть, конечно, это ведь Вадимани, это не районный центр. Может быть, и в районном центре это отмечалось, конечно, отмечалось. А что в деревнях, это нет, не было этого. Сколько классов вы закончили? В Вадимане было 7-летка была. Поэтому я кончила там 7 классов. И пошли мы в ВОЖ сюда учиться. Вот. 8, 9, 10 класс. Это уже было в ВОЖе. Но ведь вот такое было тяжелое время. И учеба. Ой, это вроде несовместимые, поэтому вот я кончила в 45-м году Вадиманскую школу, и уже 46-й, 47-й и 48-й это была Вовожская средняя школа. Но вы понимаете, до нас кончил только 4 человека на весь район. Это вот даже трудно представить, как это так. Можно столько мало. А нас уже 8-й класс 38 человек пришло. 38. С разных деревень, да? И да, это Вовож, отовсюду с района 38. Раз вас так много было, наверное, у вас разные мероприятия интересные были. А разогнали ведь. Нас кончило только 13 человек. Ну, остались самые умные, самые инициативные, наверное. Ну вот, 13 человек мы кончили. Идем вот домой, скажем, и думаю, ну ладно, неделя прошла, нас еще не выгнали. Вот, мы еще... Здесь вы жили в интернате или дома у кого-то? Вначале никакого интерната не было, потом Ничего уже этого не интернат было, появился в Церковском доме. Вот. Идешь домой, все пешком. Вот 20 километров туда. Каждый день разве? Нет, в субботу. Где-то же жили, да. В субботу мы неделю же идем, жили, да. в воскресенье обратно. Это 40 километров. Что мы несем? Каравай, хлеба. Это назывался хлеб. А вообще-то это лебеда. Черная. И вроде складываешь-то в котомку, вроде у тебя хлеб там, а придешь сюда в Вовож, там уже одни кружки.
Пока А идете, чё, едите, да? конечно, все уже искрошилось. Это вот только из печки хлеб достается, а там уже все крошится. Связи-то не было совершенно, что было всякое-то рвано толкано. Как трава может держать форму, да? Конечно, Да, но из печки ты еще на лопате достанут, Мгм. еще клобок вводят. Но все равно вот родители вас учили, несмотря Несмотря на на то, это, что да. Да. тяжело было, так ведь? Да. Ну вот я сейчас думаю, вот почему я такие трудности и училась еще. Мгм. Это ведь трудно представить, что мы пережили. Это и вот когда у меня все время было в голове, чтобы так не жить, надо Мгм. учиться. Вот, надо Вот. правильные выводы сделать, так Надо учиться. Вот это у меня почему-то было с Мгм. детства. ведь? Мгм. Я вот смотрела на учителей, что все-таки это люди, которые что-то получают и Мгм. лучше Мгм. нас живут. Мгм. А значит, они образование имеют. Вот поэтому я училась. Мы втроем из Владимира ходили сюда. Да. Втроем. Вот 20 километров в Мгм. субботу, 20 километров обратно в воскресенье. Мгм. 40 километров принесешь лебеду. Да. Вот эти крошки Вот вы. надо Мгм. было на неделю Мгм. растянуть. Да. И вы Так, растягивали? так и так, Да. так вот. А как-то вот молодой ты еще переносишь, видимо, лучше Мгм. этот период вышли-то. Да. Мгм. А Наверное, после 10 класса куда вы поступили? Расскажите нам, как сложилась ваша судьба? Там мы 10 класс кончили. Ну, конечно, конкурса никакого не было. Мероприятий не было у вас, Можно да? было хоть куда поступать, хоть в А, медицинский, хоть Понятно. педагогический, хоть куда можно было поступать. Но почему-то меня тянуло педагогический. Мгм. Вот. Поехала я поступать, ну, конечно, поступила, а разгоняла нас все учитель, вот в школе-то учитель по математике, поэтому математику мы знали очень здорово. Мгм. И когда на физмат поступала я, Вы поехали в город Ижевск, да, в Ижевск. Ижевск, Мгм. да, и вот там на физмат я поступала. Мгм. Но тогда уже я ведь еще на физмат-то поступала, но был и четырехгодичный, назывался педагогический, и двухгодичный назывался учительский институт, да. Мгм. Но я поступила-то на педагогический, а когда домой приехала, родители сказали, раз можно 2 года учиться, так зачем это я еще на 4-то поступила? Мгм. Все, я перевелась на учительский. И опять дороги, да? Да, а учительский это уже не высшее образование, Мгм. это незаконченное высшее. А чтобы получить высшее, надо было заочно еще учиться. Я прямо вот не приезжая сюда, сразу поступила на заочное, что я буду учиться все-таки дальше. Ну вот, А получали ли вы стипендию? да, получали. Учились хорошо, А да? вот хотела сказать, в институте, вот там уже у нас была стипендия 26 рублей. Это было надо растянуть на месяц. Но это так, вот мы... Там было общежитие, уже, ну, можно было как-то жить. Да, Мгм. 26, но это уже растягиваешь на месяц, что это тебе должно хватить. На что Ну, хватало? а мы очень ограничено. Только вот на еду. Больше ничего. В кино не ходили. Ой, какой там, нет, никуда. Траты не должны быть
если ты должен вот на это прожить, а из дома ведь, ну, чем они в город Да. помогут? Как Хоть, колхозники помогут, да, да, ведь? с чем они могут помочь? Ничем. И поэтому, а у них вот, у самих было соцобязательство, а это надо было платить яйцо, Мгм. масло. Мгм. Это те продукты, которые могут не испортиться. И вот так вот, в общем, я закончила Мгм. и перевелась на педагогический. Приехала сюда, снова в Авош. Мгм. Вот, устроили меня в Авошскую школу снова. Мгм. Хотя у меня не было высшего образования, все равно мне дали старшие классы. Не было учителей-то ведь. Вот. Но учились тогда уже было платное обучение. Да. Платное обучение. А надо было за полгода заплатить 150 рублей, Мгм. чтобы учиться. Это уже побольше учеников кончало. Но были ученики такие, которые, вот, скажем, бросили школу, а потом снова пришли. Поэтому вот я, скажем, с 31 года, а были ученики с 30 года рождения, Мгм. старше меня. Мгм. Мгм. Вот. А я приехала, ну что там, 2 года, 19 лет, Да. девчушка. Платили-то, наверное, старшеклассники, да, ведь? Или В старших старшие классы, классах да-да. платили, в Мгм. старших классах. Мгм. Вот 8, 9, 10. Мгм. Но денег тоже ведь не Денег было. не было. Ой, я помню одно письмо, ну такое оно до сих пор помнится. Вот классный руководитель обычно ведь с родителями связывался как? Письма писали мы, что вы должны заплатить вот с такому-то времени вот столько-то за сына Мгм. или за дочь. Пишет одной учительнице была по русскому языку. Отец одного сына. Мгм. Об деньгах не венгай, а продвигай моего сына на 4,5 с плюсом. Мгм. Вот так. Об деньгах не венгай. Вот так мы, конечно, в учительской здорово смеялись над этим, но ведь это не нам, нас ведь тоже Конечно, нас конечно. спрашивают. Ну, вот так было. Потом это платное обучение, ну, закончилось его, не стало уже платного обучения. Вот так. Но вначале было платное обучение. Мгм. А расскажите о своей мечте, вот мечте детства. А Осуществилась ли она? когда пришла уже в школу, я начала работать, дали нам квартиру с химикой, с девушкой. Вот мы работали, жили в этой квартире. Ну, о чем мечтали? Мы мечтали в этот период хорошо, вкусно поесть и хорошо работать. Ну, и поэтому, когда мы выезжали, вот потом я 13 стран за границей везде ездила, всегда чувствовала, что если я это видела, если я это знаю, Мгм. а не у всех ведь есть такая возможность. Так. Поэтому вот тогда было общество знания, и мы, ну, всегда рассказывали все это. Мгм. Вот я, если, скажем, ну, проехала по Дунаю, по 6 странам, у меня целый блокнот, это все написано по каждой стране, все, каждый день. Но и обычно, вот как было, вот, скажем, я работаю, уже какое-то предприятие договаривается, что вы сегодня у нас выступаете. К этому Мгм. времени они пошлют машину,
садишься, и там вопросы были разные, и очень каверзные, и молодежь, и все. И некоторые просто не понимали, как это можно. Вот. Вот, но я вот еще что хочу рассказать о нищете. Сейчас ведь многие это не понимают, что такое нищета. Вот всякий интернет, ну что там только каждый советует, что выдумает, то и советует. Опыта нет, но советуют все. Вот, скажем, я, когда начала работать в школе, ну, у каждого было ведь какое-то общественное поручение, что-то. Мне поручили быть агитатором. Думаю, господи, ничего, я ведь с этим справлюсь. Дали мне квачкам, значит, в моем распоряжении квачкам. Там я читаю лекции, там все, там все эти обязательства, все провожу, все. Это моя стихия. И я даже не подозревала. Вот это ведь 50-е годы. Я начала работать в 50-м году. Но была такая нищета, но просто ее не передать. Когда я пришла в первый дом, вот подписать на соцобязательства, ну, дали их груду. Ну, что я думаю, ну, раздам и все. А это ведь надо вот столько-то масла сдать, столько-то и сдать, а у семьи ничего ведь нет. Ничего нет. И я захожу в дом, вот женщина, у нее вот 4 детей, маленькие, железные деревянные кровати стоят, и на них даже не то, что одеяло, даже матрасов нет. Значит, они в чем ходят, в том и спят. И она вот берет у меня из рук это соцобязательство и так покорно расписывается. Это она как кабалу себе подписывается, да. Ой, я поняла, что это самое-самое большое наказание, оказывается. Вот и второй дом заходишь, это же самое. Нищета такая, что вот, ну, не сейчас невозможно это понять. Невозможно. Ничего у семьи нет, и вот эти соцобязательства. Потом эти соцобязательства выкупались государством, но ведь многие их не хранили, а их просто выбрасывали. А рассчитались, вот год прошел, масло и яйцо отдали, вроде расчет сделали, и бумажка это, и выбрасывали. Ну, я уже не помню сумму, но эти соцобязательства выкупались государством. Ну, в общем, их сохранилось очень много. Ну, вот так примерно лет через 5 стало лучше. Да. Вот к 60-му году уже мы вроде лучше стали жить. Я вот 50... В чем это В чем выражалось? Да. Ну, хоть мы есть стали, и зарплата росла. Вот. И я вот что помню, а соцобязательства все еще оставались. Вот я помню, в 52-м году я вышла замуж и кончала уже физмат педагогический. Я это со старшей дочерью на руках ездила. Но вот что хочу сказать.
что эти вот соцобязательства, они потом отменили их, но вот в каком году, я не помню. А что жизнь стали лучше, зарплата росла, Мгм. вот, и уже хлеб хоть мы по карточкам, но получали хлеб. Мгм. И потом вот зарплату получим. Я вот это помню, муж был из Кизнера, у них там и у меня родители. И вот мы эту зарплату вначале выделяем им, пошлем деньги на соцобязательства. Вот откуда у них деньги? Мгм. Мы им выслали. А потом оставшиеся мы опять делим уже на месяц. Мгм. Вот, вот. Но выживать было уже лучше в тот период. Но у меня была вот тяга такая, что все вот познать, все увидеть, все Мгм. своими глазами. Поэтому за границу мы ездили много. Мгм. 13 стран это, но это такой был период. Можно было ехать только через 3 года. Да, но и некоторые, потому что поездки, вот скажем, по Дунаю сразу мы в 6 стран это, заезжали. Но ну, когда-то 2 страны, когда-то одна. Вот Мгм. Польша, Чехословакия, Венгрия, Югославия, Австрия, вот. Ну, все, там и капиталистические страны попадали, и все. Ну, там вот на теплоходе по Дунаю. Но это было очень интересно. Потом мы и в Финляндию ездили. Ой, и интересно. Капиталина В Игнатьевна. общем, жила я Мгм. интересно. Здорово, хорошо. Здорово. Что вы, какие слова напутствия вы скажете молодому поколению? Ой, Что бы вы им пожелали? ну вот, знаете, мне кажется, мы сами себя даже не знаем, Мгм. на что мы способны. Вот если сказать, что вот если человек может, скажем, только питаться лебедой и туда 20 километров, обратно 20 километров, а сколько мы поспим так себе, и все в работе, и все переносишь это, да? И мне кажется, сейчас вот молодежь, они настолько много все им дано, Мгм. и настолько мало от них берется, что они дурью маются, они не знают, куда себя приложить. Вот это чувствуется.